Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Рак молочной железы входит в разряд самых страшных онкологических болезней. В зону риска попадают в основном женщины. В 1985 году Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы с этим жестоким заболеванием, а дату 15 октября – Всемирным днем борьбы с раком груди. Мероприятие проходит во многих странах мира, включая и Россию. О том, как предупредить возможное появление онкологии, мы поговорим сегодня с нашей гостьей Евгенией Винокуровой. Евгения Гаврилевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала поговорим о статистике. Какова статистика заболеваемости онкологией в нашем регионе? Ежегодно в нашей республике выявляется более 250 случаев заболевания рака молочной железы. Заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 55,3 случая, что в 2 раза ниже, чем в Российской Федерации. Наибольшее число заболевших приходится в возрасте женщин от 50 до 60 лет, когда происходит перестройка гормонального статуса женщины, связанная с менопаузой, пременопаузой. Скажите, а риску рака молочной железы подвержены ли представители мужского пола, если мы говорим о том, что у женщин это связано с некоторыми гормональными сбоями? Да, действительно, мужчины тоже болеют, но это очень редко, но они есть. Это тоже связано с гормональными заболеваниями мужчины, заболеваниями щитовидной железы, предстательной железы. Также играет роль наследственный фактор. Можно ли выявить это заболевание на ранних стадиях? Да, конечно, можно выявить на ранних стадиях. Самый простой и доступный метод исследования – это самообследование, то есть это самоосмотр и самопальпация, которую каждая женщина может сделать дома. Из инструментального рентгенологических методов исследования – это маммография и УЗИ. УЗИ молочных желез следует делать женщинам моложе 40 лет, от 40 до 50 лет маммография один раз в 2 года, женщинам старше 50 лет ежегодно. Евгения Гаврилевна, а какие факторы обычно приводят к развитию такого грозного заболевания? Факторами рисками являются это в первую очередь наследственная предрасположенность, курение, употребление алкоголя, отсутствие грудного вскармливания женщинами, отсутствие родов, раннее начало менструации, поздняя менопауза, воздействие радиации, также ожирение, низкая физическая активность и наличие сахарного диабета либо других хронических заболеваний. Если, допустим, есть один из подобных факторов, скажем, у женщины пагубная привычка в виде курения или у нее еще не было детей, вы сказали, что отсутствие грудного вскармливания, возможность появления такого заболевания есть. Какие меры нужно принимать по снижению возникновения риска? Это в первую очередь вести здоровый образ жизни, активно двигаться, знать генеалогическое дерево, то есть про своих родственников знать, чем они болели, была ли у них онкология. Также нужно следить за своим организмом, то есть если есть сахарный диабет, тогда следить уже за сахаром, и заранее лечить хронические заболевания. Скажите, а в целом процент передачи онкологического заболевания по наследству в плане генетики, он высок? Нет, не высок. А действуют ли сейчас у нас в регионе какие-то государственные программы по раннему выявлению онкологических заболеваний? Да, у нас такие программы есть. На базе нашего учреждения есть онлайн-скрининг. Проект называется «Онкопоиск Саха». Там нужно зарегистрироваться на нашем сайте «Онкосаха», пройти анкетирование. И исходя из этого анкетирования выявляется высокий риск, и можно будет проходить у нас обследование. Можно выбрать время, когда подходить, и есть специальный перечень обследований по каждым нозологиям. Мы обследуем по 6 основным нозологиям. Это рак легких, рак молочной железы, рак по гинекологии, рак толстого кишечника
и рак предстательной железы. Давайте перейдем к методикам лечения, какие сейчас действуют у нас в регионе. У нас в регионе, как и во всем мире, есть три основных метода лечения. Это хирургическое лечение, лучевая терапия и лекарственная терапия, куда входит иммунотерапия, таргетная терапия, гормональная терапия и химиотерапия. Это три вида основных лечений. Евгения Гавриловна, вот мы с вами сегодня говорим об онкологии, в частности о раке молочной железы, но есть и другие заболевания. Вот динамика за последние 10 лет. У нас увеличивается количество больных или, напротив, уменьшается? И с чем это связано? Выявляемость у нас в последнее время улучшается, потому что население более осведомлен через интернет, через WhatsApp, через Instagram, да? Поэтому люди уже знают, куда обратиться, какие симптомы бывают, поэтому выявляемость, конечно, улучшается. Евгения Гавриловна, вот мы с вами обсудили о том, что некоторые люди могут самостоятельно поставить себе диагноз при помощи пальпации и прочих методов, но ведь через интернет, когда люди начинают искать по каким-то симптомам и вычислять свои болезни, ответ не всегда будет верным. Как поступать в такой ситуации? В такой ситуации надо уже обращаться непосредственно к врачу, то есть он вам расскажет подробно про ваши симптомы и уже в связи с вашими жалобами уже направит на обследование и выставит уже диагноз, чтобы направить на лечение. Но ведь бывает еще и такая категория граждан, которые живут по принципу «пока не заболит, до последней стадии к медицинскому сотруднику я обращаться не буду». Как обычно вы поступаете в таких ситуациях? Да, такие ситуации у нас есть. Они уже приходят с запущенными стадиями, то есть 3-я, 4-я стадия. Некоторые наши, если взять по раку молочной железы, некоторые женщины боятся услышать вот этот диагноз, страшный рак молочной железы, поэтому до конца уже затягивают за обращением к врачу. С ними надо проводить детальные беседы, чтобы они к нам уже пришли за медицинской помощью, проводить соответствующие исследования. То есть население должен быть уведомлен, проинформирован о последствиях заболевания, если они затягивают. Смотрите, но ведь одно дело онкология и другое дело опухоль, потому что они, как правило, бывают и злокачественными, и доброкачественными. Как онкологическое отделение нашей республики работает и в той, и в другой ситуации? В первую очередь нам пациенты уже обычно поступают без первичного диагноза, приходят с диагнозом опухоль какого-либо органа. Мы берем биопсию, и по результатам биопсии уже есть гистологическое заключение, по которому мы можем выставить диагноз рак или все-таки доброкачественное образование. Если говорить не только о раке молочной железы, но и о всех онкологических заболеваниях, какие органы человека больше всего подвержены раковым болезням? На первом месте у мужчин стоит это рак легких, у женщин рак молочной железы, рак предстательной железы у мужчин, колоректальный рак, то есть рак толстой кишки, также рак печени и рак почки, также есть рак кожи. А у нас в республике больше всего? Больше всего это рак молочной железы и рак легких. Рак легких возникает чаще у курильщиков, которые курят в течение 20 лет, да, либо по 2 пачки, по 40 сигарет в течение 10 лет. Вот они более повержены раку легких. А вот есть ли у нас в республике какие-то единые центры или горячая линия поддержки для человека, который вот оказался в такой ситуации и еще до конца не может принять тот факт, что у него онкологическое заболевание? У нас есть горячая линия. Мы всегда 24 часа в сутки отвечаем на телефонные звонки по горячей линии. Также есть психологическая поддержка наших пациентов или тем, которые только столкнулись с этим диагнозом.
они тоже могут позвонить и получают психологическую поддержку у нашего психолога. И давайте еще раз напомним нашим телезрителям на всякий случай, как нужно предупреждать возникновение онкологических заболеваний, какие банальные правила нужно соблюдать для того, чтобы как можно дольше оставаться здоровым. В первую очередь это, конечно же, здоровый образ жизни, вести активную физическую активность, своевременно лечить хронические заболевания, следить за своим организмом, заранее предупреждать уже заболевания. Благодарю вас, Евгения Гаврилевна, за актуальную беседу. Спасибо, что согласились быть нашей гостьей. Надеемся, что многие после просмотра этого интервью сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.